Добрый вечер, друзья, на телеканале ИР. Снова программа «Призвание». С вами я, Марина Санакоева. Сегодня мы находимся в гостях у замечательного художника, монументалиста, по чьим картинам можно изучить не только фрагменты яркие нардского эпоса, но и частично историю нашего богатого самобытного края, и в частности его любовь к родному краю. Итак, я хочу вам с радостью представить моего сегодняшнего гостя. Это очень скромный, самобытный, бескрайне талантливый художник Павел Хасиев. Здравствуйте. Павел, Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в вашей мастерской. Родился в Южной Осетии, в Знаульского района, город это село Курниси. Потом, значит, родители переселились в Квайса, шахтерский поселок, после чего мать именно хотела, чтобы я поступил в художественное училище и стал художником. Мать меня привезла прямо в художественное училище имени Туганова в Цхинвале. И я поступил туда. И с тех пор люблю и не могу представить свою жизнь без этой профессии. Ну да, это был яркий такой курс, я думаю, в числе ваших сокурсников Шалва Бедоев, известный художник. Я думаю, что это время и тех учителя, которые вас на этот путь наставили, они были действительно яркими, воспитанными в своем деле и повлияли на ваше творчество. Большие мастера. Я учился у народного художника Грузии Бориса Иосифовича Санакоева. Он все, что можно было дать молодому художнику, он давал это без всякой утайки. Так что, а что касается художественного училища, там многие художники, народные художники, сейчас они академиками уже являются, они такие, как Шалва Бедоев, Магрецкий Лихсаев. Да.
И много-много этих выпускников художественного училища сейчас в данное время. Павел, ну понятно, что на этом вы в студенчестве, в пору своей молодости, вы не останавливались. То есть после окончания художественного училища имени Махарбека Туганова вы решили продолжить свою ипостась уже в Академии, в Тбилисской академии художеств. А скажите, вот тогда уже определялся ваш именно персональный стиль как художника, или вы пока в жанрах не определились, как это все происходило? Жанр определяется уже, когда ты вот начинаешь знакомиться с масляной живописью, начинаешь знакомиться с мастерами, художниками прошлого, наших отечественных вот этих национальных художников, как Туганова. Когда вот знакомишься с Джанаевым, с творчеством Джанаева, то уже волей-неволей ты выбираешь себе вот жанр. Я как-то, мне все-таки ближе был жанр исторический. В каком жанре я сейчас работаю. Делаю монументальные вещи, монументальные работы. Я без этого жанра даже не чувствую, не представляю себя. Ну, в чем сложность этого жанра? Жанр очень интересный, когда исторический жанр настолько интересен, что ты вникаешь, больше изучаешь историю, национальную историю, интересуешься историей мира. Павел Хасиев – интересный художник прежде всего тем, что он работает в разном плане. Это очень многогранный художник, и поразительно, что он работает как в разных жанрах, как в разной тематике, как в разной стилистике. И широкий охват не только тематики, но и его мировоззрение удивительно. Он прекрасно знает историю, он обращается к классическим сюжетам, и в то же время он прекрасно знает современную тематику. Значит, что могу сказать? Это профессионал, хорошо рисует фигуру человека, лошадь в движении от себя. Это не так просто. Вот. Они не с натуры написаны, все по памяти. Вот. В колорите великолепный. Вот. И его некоторые работы, они эпохальные, как бы отражают историю Осетии, и южной, и даже северной. Допустим, вот его картина «Переселенцы». Это осетины переселялись с гор и в Южной Осетии, и в Северной, вы знаете. Эта работа могла бы висеть в Краеведском музее как исторический факт для истории.
А сейчас у нас эксклюзив. Мы зайдем, как говорится, в таинственные моменты художника. Это тогда, когда создается полотно, оно еще не открыто широкому зрителю. Вот вновь рождаемое полотно, еще не оконченное, посвященное тоже историческим мировым картинам. Это «Восстание Спартака». Как мы видим, стремление к познанию исторических ценностей, исторических картин у художника неподдельно, оно ярко отображается в его полотнах исторических. И все-таки чем вас привлекла эта персона историческая? Мне близка эта тема, этот сюжет картины, потому что Спартак является самым яркой личностью древнего мира. Период Римской империи в первом веке до нашей эры. Его борьба, он поднял меч против рабовладельческой эпохи, против рабовладельческого строя. Вот в чем ценность борьбы Спартака. И она актуальна всегда. Она всегда актуальна, вот эта тематика, потому что всю жизнь, испокон веков, человек борется за свою независимость, за справедливость, за к нему отношение как человек. Вы знаете, сегодня я не устаю удивляться, открывать новые горизонты вашей талантливой души, при этом безмерно скромной, стоит отметить. И для меня было приятным удивлением то, что вы еще и музыкально одаренный человек, то есть вы дружите с гитарой, и даже у нас есть вот сейчас возможность, благодаря нашему оператору Теле и Злате, посмотреть музыкальный ролик именно в вашем исполнении. Расскажите об этой песне. Концерт, юбилейный концерт нашего коллеги, сейчас его уже нет, Царство Небесное, но состоялся в зале СОГУ, в концертном зале СОГУ. Я там исполняю на словам Серебренникова, исполняю песню, фронтовую песню. То есть это не частые ваши выходы, а бывает вот такой у вас экспромт души? Да, да. Вот. А что касается музыки, люблю я музыку тоже, конечно. Люблю музыку, петь люблю. И, ну, я не такой, конечно, не профессионал, но... Любитель. Любитель. Ну что ж, давайте откроем эту вашу ипостась тоже, послушаем песню. Зазвенели, заиграли ручейки, пробудившие солдатские мечты. Их ни временем, ни солнцем не унять, они будут его душу согревать. Пойте песни, журавли и соловьи, для солдатской неуемлемой души,
вечной жизни никому не растоптать, и живой мечты солдатской не отнять. Пойте песни журавли и соловьи для солдатской неуемлемой души. Вечной жизни никого не растоптать, и живой мечты солдатской не отнять. Под весеннюю метелицу в саду вспоминает он священную войну. Шел он длинною дорогой фронтовой с русской матушкой великою страной. Пойте песни журавли и соловьи для солдатской неуемлемой души. Вечной жизни никому не растоптать, и живой мечты солдатской не отнять. Пойте песни журавли и соловьи для солдатской неуемлемой души. Вечной жизни никому не растоптать, и живой мечты солдатской не отнять. Я бы хотел посоветовать все-таки ребятам, которые сейчас занимаются и в художественных училищах, и в музыкальных, заниматься и работать, и оставаться преданным своему выбору в жизни, я думаю. Своему выбору в жизни, потому что жизнь меняется к лучшему. Возможно, завтра настанут такие времена, когда во всей красе может человек раскрыться. Итак, это была программа «Призвание». У нас сегодня был в гостях удивительный художник, чьи кисти принадлежат полотнам, монументальные полотна, тематики Нарского эпоса исторического, а также пейзажи. И богатое это наследие бесспорно войдет в сокровищницу художественную Осетии, причем как юга, так и севера. Сегодня нельзя разграничивать юг и север, поскольку наши люди творческие трудятся как на юге, так и на севере. Очень много выходцев из Южной Осетии сегодня богато, плодотворно творят и здесь, в Владикавказе. Одним из таких героев сегодня был наш замечательный художник Павел Асев. До свидания, всего вам доброго. Всего вам доброго.